Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от места нахождения объекта. Справочную информацию о действующих ставках и льготах вы можете узнать на странице специального электронного сервиса. Для этого выберите вид налога, налоговый период, регион и, при необходимости, муниципальное образование. Например, вы можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля или предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровнях льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество – и конкретную жизненную ситуацию – «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией, и сформированное налоговое уведомление совместно с платежными документами отправляется вам по почте. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление доступно только в электронном виде в разделе «Начислено». Если вы желаете дополнительно получить документы на бумажном носителе по почте, то подайте заявление в разделе «Обратная связь». В разделе «Профиль пользователя» вы также можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, какой-то объект отсутствует или указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию при помощи сервисов раздела «Обратная связь». Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах, и при необходимости вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать!